В эфире Якутии 24 новости и самые заметные события к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Территория для спокойного чтения. В столице планируют построить сквер для любителей наслаждаться литературой на свежем воздухе. По воздушному змею на каждый телеканал. В Якутске в честь вещания нового поколения прошла акция «Цифровая зарядка». И в дождь, и в стужу. Несмотря на температуру воды плюс 4 градуса, 18 человек совершили заплыв в Лене. Первый паром по маршруту Якутск-Нижний Бестях стартовал сегодня. Он отошел от берега столицы в 14:30 по местному времени. Еще два судна планируют выйти на открытую реку в 15:30. Штатное расписание на следующие дни и стоимость вы сейчас видите на своих экранах. Как видно из графика работы, паромы будут курсировать каждый час-полтора. Касаемо стоимости, напомню, что ранее Минтранс региона сообщил, расценки у перевозчиков по сравнению с прошлым годом остались прежними. Видному политическому деятелю Якутии Зое Корниловой сегодня исполнилось 80 лет. С юбилеем ее поздравил и поблагодарил за работу и руководитель региона А.С.Н. Николаев. Он вручил ей грамоту за многолетнюю общественно-политическую деятельность. Зоя Корнилова много лет проработала депутатом разных уровней, от Якутского парламента до Государственной Думы России. Инициировала принятие ряда основополагающих федеральных законов, направленных на решение проблем Крайнего Севера и Дальнего Востока. Принимала активное участие в разработке и принятии законов о недрах, драгоценных металлах и камнях. Сквер перед Арктическим институтом культуры и искусства озеленили жители Якутска. Сегодня общественное объединение «Выпускники Якутской АССР», собравшись вместе, посадили на сквере Арктического института более 30 лиственных деревьев. Как отметили организаторы мероприятия, посадка и озеленение Якутска является важной частью благоустройства города. В будущем они хотят продолжить проводить подобные мероприятия и в других частях столицы, а также просят присоединиться общественников к этому доброму делу. В эти выходные мы тесно поработали с округом, они нам предоставили саженцы, и мы вот силами выпуска 85 посадили в сквере Арктического института 30 саженцев. Субботники по посадке деревьев проходят и в Нерюнгре. За муниципалитетами и организациями закреплены точки высадки саженцев. А также к акции примкнули неравнодушные горожане. Высадка началась с улицы Дружбы народов в сторону улицы Комсомольской правды. Организаторы также надеются, что со временем это станет доброй традицией для всех граждан. И у каждого жителя Нерюнгри появится свое посаженное дерево. Сквер для любителей читать книги на свежем воздухе, возможно, появится в самом центре Якутска. Идея принадлежит Национальной библиотеке, управе Октябрьского округа, Центру компетенции «Лето» и Фонду памяти Руфова. Согласно задумке, территория, расположенная за зданием Национальной библиотеки, может превратиться в зону релакса, где можно будет спокойно прийти и почитать книгу на свежем воздухе. Сейчас инициаторы проводят семинары и обсуждения в здании библиотеки с представителями окружной администрации, архитектуры столицы и с жителями этого района. Они добавили, что возможно и строительство новой современной детской площадки. Замечательно, что библиотека будет потом именно тем, грубо говоря, оператором этой территории, будет проводить здесь мероприятия, будет следить за содержанием и готовы сегодня взять на себя вот эту нагрузку. Вот. А люди, которые хотят оставить память о народном писателе, плюс в том, что это будет тематический сквер. Предлагается сейчас назвать сквер имени Дружбы литераторов, Дружбы литератур имени Семена Руфова. И понятно, что этот сквер будет не, уже тематически, функционально он будет такой спокойный, приватный, более нацеленный на интеллигентную публику. Но классические читальные залы по-прежнему востребованы. Это подтверждает посещаемость алданских библиотек. Популярностью пользуются как традиционные фонды, так и литература в электронном формате. Интернет-читальня образовалась при Алданской библиотеке имени Некрасовой. В настоящее время она насчитывает 40 читателей. Фонд интенсивно пополняется, а тему продолжит Татьяна Вахнина.
Почти 5 месяцев назад своих первых читателей приняла библиотека нового поколения – электронная. Она образовалась в Алданской Некрасовке. Главная читальня района подключилась к интернет-ресурсу «Литрес», являющемуся крупнейшим электронным книгохранилищем. Книги, конечно, люди читают, и традиционные, и электронные книги. Наша библиотека подключилась к проекту «Литрес». Всех желающих мы подписываем. Люди могут читать эти книги с любого мобильного устройства совершенно бесплатно. В настоящее время в Алданской электронной библиотеке 40 читателей. Стоит отметить, что доступ к ресурсу «Литрес» платный. Однако пользователи, зарегистрированные через библиотеку имени Некрасова, могут читать книги бесплатно. Читают очень активно. То есть практически ежемесячно мы покупаем в «Литресе» около 10 книг на сумму примерно на 10 тысяч. Читают, конечно, современную, популярную, самую популярную современную художественную литературу. Берут очень много по психологии литературы. И, кстати, очень многие берут аудиокниги. Электронная библиотека примечательна тем, что ее фонд формируется на основе читательских предпочтений. Пользователи делают запрос на то или иное произведение. Если в электронном фонде библиотеки имени Некрасова его нет, сотрудники заказывают его на сайте «Литрес». Таким образом, электронное книгохранилище и пополняется. Этот проект, я думаю, что у нас длительный теперь, и мы будем продлять, естественно, то есть постоянно пополнять средства для того, чтобы удовлетворять все желания наших читателей. Условия пользования электронной библиотекой аналогичны общепринятым правилам. Заказанное на сайте произведение доступно читателю в течение 14 дней. По истечении этого времени доступ закрывается. Таким образом, в электронной библиотеке сводятся к нулю сложности, связанные с невозвратом литературы и приведением книг в ненадлежащий вид, с коими постоянно сталкиваются библиотекари традиционных читален. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. До перехода на цифровое телерадиовещание осталось всего 8 дней. Сегодня на стадионе Туймада состоялась акция «Цифровая зарядка» и запуск воздушных змеев. Для участников акции цифровую зарядку провели именитые спортсмены республики. А именно бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Георгий Балакшин и мастер спорта международного класса, член сборной по марафону Сардана Трофимова. В конце мероприятия все участники запустили в небо 20 воздушных змеев с названиями каналов, которые вошли в цифровое вещание. Подобные акции сегодня пройдут также в 35 регионах страны, где переход на цифру запланирован на 3 июня этого года. Сегодня мы провели цифровую зарядку, с 3 июня 35 регионов, практически большая половина России переходит на цифру, в том числе Республика Саха-Якутия. Теперь у фанатов спорта, у любителей спорта есть возможность смотреть тот же Матч ТВ в хорошем качестве. Поэтому я поздравляю всех россиян, всех жителей Республики Саха-Якутия, что теперь мы имеем возможность смотреть телевидение в очень хорошем качестве, в цифровом качестве. Тем временем в республике продолжается празднование Дня песни. Начиная с 19 мая, как в столице, так и в районах проходят массовые мероприятия, где коллективно исполняются песни и гимны. Несмотря на проливной дождь в Якутске, сегодняшний день не стал исключением. Мелодии известных авторов звучат на площади Ленина. Порядка 150 артистов филармонии, театра оперы и балета, театра эстрады, а также студенты и школьники исполняют патриотические произведения и музыкальные композиции дружбы народов. Отмечу, что праздник проводят с 2013 года в 3-ю неделю мая. Идейными вдохновителями и организаторами выступили Союз авторов-песенников Якутии. День песни – это праздник народный. Народ обращается к своему творчеству, своему песенному творчеству. Что наши пели наши деды, наши старшие поколения. У каждого народа есть своя песня. У каждого времени есть своя песня. И у каждого человека есть своя песня.
Между тем, на пляже 202-го микрорайона в столице проходят республиканские соревнования по плаванию в холодной воде. Участвуют как любители, так и профессионалы, как мужчины, так и женщины. Всего 18 человек, дистанции 125, 80 и 50 метров, в зависимости от уровня подготовки. Температура воды на Лене сегодня плюс 4 градуса. На мероприятии присутствует бригада Центра медицины катастроф, а студенты медучилища оказывают помощь в качестве волонтеров. Следят за состязанием и обеспечивают безопасность заплыва специалисты республиканских ГИМС, службы спасения и МЧС. В качестве гостя на соревнования приглашен заместитель председателя Межрегиональной ассоциации холодного плавания в России, а также двукратный рекордсмен книги рекордов России по плаванию на самой длинной дистанции Александр Брылин из Благовещенска. Решил попробовать свои силы. Очень боюсь. В течение последних дней дома закалялся, обливался из воды. Закалялся первый раз также. То есть начал после того, как узнал объявление. Я очень люблю экстремальные виды спорта, поэтому решил принять участие. Я ездил на квадроциклах по горам, прыгал с парашюта, прыгал с тарзанки с моста. В общем, таким... Ну а в эти минуты в столице проходят скачки на лошадях на кубок ректора ЕГСХ. На ипподроме сейчас находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй. На какие дистанции сегодня пройдут забеги? Добрый день, Василий. Скачки здесь начались в 14 часов, и они проходят по 6 дистанциям. Первые дистанции, забеги на дистанцию 1000, 1200, 1600 здесь уже прошли. Фаворитами первых двух стали лошадки из Мегино-Кангаласского улуса. Третьего на 1600 метров стала лошадка из Намского улуса. Далее здесь также пройдут забеги на дистанцию 2000, 2400 и 2800 метров. Дмитрий, а вот за вашей спиной видно трассу, которая сейчас в воде. Проливной дождь не помешал проведению соревнований? Как вы знаете, в первой половине дня шел проливной дождь, и этот дождь никак не повлиял на болельщиков, на любителей этого вида спорта. Они здесь активно болеют за своих фаворитов и традиционно делают ставки. Как нам сообщили болельщики и организаторы, то, что здесь прошел дождь, это никак не влияет на скачки. Дмитрий, а кстати, известны ли фавориты этих скачек? На участников из каких районов зрители делают ставки? Хочется сказать, что основной забег на кубок ректора ЕГСХ здесь пройдет на дистанцию 2000 метров. Как нам сообщили организаторы, в этом году впервые это проводится в личном зачете. Ранее здесь они проходили как командные забеги и командный зачет. Но основными фаворитами этого забега на 2000 метров считаются лошадки из Намского улуса и Мегино-Кангаласского. Да, Дмитрий, спасибо за информацию. Держите нас в курсе событий. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. А на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.